Добрый день, дорогие телезрители! В эфире программа «Достояние». И, конечно же, я, Лада Матвеева. Профессия пожарного – одна из наиболее важных и одновременно опасных в современном мире. Пожарные идут по велению сердца. Идут, чтобы сохранять и защищать от огня дома и леса. А самое главное – спасать жизни людей. Сегодня я направляюсь в пожарную часть номер 15 нашего города. Петр Иванович, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите пару слов о себе и о своей службе. Я родился 1 июня 1954 года. Родился в деревне Сеспель Канашского района. Окончил 10 классов там же и призывался в армии потом. В армии я был начальником пожарной команды. Вот. И после демобилизации мне пришлось встретиться с работниками пожарной охраны города Канаша. А что интересного вы помните в этой своей службе? Пожары мне интересно было расследовать, выехать, тушением пожара, командовать, вместе с ними заниматься. И первые дни в пожарной охране я работал начальником караула в этой пожарной части. В 1915 году я со своим внуком стал на конкурсе 70-летия победы Великой Отечественной войны лучшим дедом Канашского района. Вот, конечно, для меня это неожиданно было. Вот со своим внуком мы там разные танцы, песни и другие их задания выполняли. Вот мы там, в Канашском районе, я стал лучшим дедом Канашского района. А как вы решили стать пожарным? Родители поддержали вас в выборе будущей профессии? Поддержали целиком, полностью. У меня отец в пожарной охране работал 26 лет. Здесь я 27 лет проработал в пожарной охране. И, честно говоря, с 1972 года по сегодняшний день я в этой пожарной части бываю, встречаюсь. Я являюсь председателем Совета ветеранов пожарной охраны. И также мой сын работает в данной пожарной части. У него скоро тоже как 20 лет будет. Династии Сергеевых, Чуваши, 3 место. Династия пожарных, семьи Сергеевых, занимает Чуваши 3 место. У вас такая большая династия. Внуков тоже отправите в пожарные? Да. У меня 3 сына. Все в Канаше работают. И имею 7 внуков. И 7 внуков, надеюсь, у меня будут пожарными. Конечно, все получится. Я думаю, будет. Потому что у младшего сына уже хочет быть пожарным. Он уже настраивается. Хочу, чтобы династия 4-го поколения, чтобы было. Все будет. Стараюсь. Но у него желание уже есть самого. Ну, это самое главное. Я вижу, у вас есть государственная награда. Расскажите о ней. Эту награду мне дали за тушение пожара в Канашском полимерном заводе. В этот день я, будучи заместителем начальника части, исполнял обязанности начальника караула. И около 7 часов вечера нам пришлось по тревоге выехать в тушение пожара Канашского полимерного завода. Народ это хорошо, наверное, помнит. Весь город тогда находился в дыму ядовитом, таком вредном. И во время тушения нам пришлось со своим караулом спасти 4 рабочих с пожара. И пришлось отстоять многие объекты Канашского полимерного завода. Так, цех линолеума, склад ГСМ, склад резины, материальных складов. И за спасение и
за спасение 4 людей, также за спасение материальных ценностей из нашей пожарной части награждены были вместе со мной 8 человек. Они все получили указом президента медаль за отвагу. Петр Иванович, а вы помните свой первый вызов? Я, будучи начальник караула, во главе караула выехал пожар в город, около рынка. Было, помню, сараи горели. И где-то во время тушения пожара, где-то там, значит, провод даже упал. Замкнулась провод и упала. И где-то во время тушения, где-то нечаянно, я вот как-то вот наступил на этот провод. Меня откинуло в сторону где-то на 3-5 метров. Вот это для меня очень интересно, страшно было. Но в дальнейшем я всегда уже старался соблюдать техники безопасности во время тушения пожара. А если не соблюдать, это можно умереть, погибнуть. Вот. Неприятности может всегда быть. И за личный состав же я отвечаю, как начальник караула. Вот лично мне самым, тогда же был молодой, сильный, энергичный, никого не боялся, ничего не боялся. Вот так было у меня, так и первый пожар я помню. Никогда не забывается, наверное. Петр Иванович, занимаетесь ли вы какой-нибудь общественной работой? Я работал в свое время в инспекции государства по пожарнадзору. Мне пришлось постоянно встречаться с людьми и разговаривать, предупреждать о недопущении подобных пожаров. Ну вот, поэтому, наверное, вот я здесь как ушел на пенсию, в 1999 году ушел на пенсию, в феврале месяце. С этого дня по сегодняшний день я являюсь председателем Совета ветеранов пожарной охраны города Канаш, Канашского района. Ежегодно проводятся конкурсы среди ветеранской организации пожарных частей. Последние 6 лет мы в республике занимаем первые, вторые места. Вот за это лет всего лишь один раз второе место, остальные постоянно заняли первые места. Вместе с дипломом, грамотами даются кубки, вручаются кубки. Вот. Мы как-то вот так, канашцы и сотрудники у нас не подводят, и ветераны не подводят. Всегда мы дружно здесь, в этом зале, встречаемся ежеквартально. Особенно меня, как председателя, приглашают на любой праздник, на мероприятия. Я последние 15 лет был депутатом местной администрации и являлся председателем собрания депутатов. Вот. И являюсь я в данное время старостой деревни Малдыкасы. А чем вы занимаетесь в свободное время? Может быть, есть какое-то увлечение? Свободное время у меня хозяйство в деревне. Я занимаюсь пчеловодством, кролиководством и имею козы. А раньше у меня и лошадь была, и коровы были, и свиньи были. Видимо, старею. Сейчас потихонечку поменьше работы. Мы занимаем регулярно первые места. Вот диплом за первое место нам вручили в прошлом году, за прошедший год. Вот в 2018 году тоже диплом за первое место. Вот за 2017 год тоже первое место. Это наш пожарный работник, ветераны. Вот за 2016 год второй степени, второе место получили. Вот здесь в 2015 году тоже заняли первое место. В 2014 году тоже первое место. Но самый ценный для нас ветеранские организации – это у нас диплом победитель номинации «Лучшей ветеранской организации созвездия мужества». В 2018 году в Приволжском округе заняли мы первое место. Для нас, для ветеранов, это самый ценный подарок. И такой кубок нам дали. Я со своими ветеранами и сотрудниками пожарной части номер 15 горжусь. Они достойно работают. Хочется им пожелать всего самого хорошего, здоровья, здоровья, здоровья. Как говорится в пожарной охране, сухим рукавом желаю я. Будьте счастливы!
Геннадий Игнатьевич, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите немного о себе и о своей службе. Ну, я родился в Канарском районе, деревня Старые Хармалы. После 7 классов я работал в колхозе там. Я и на ферме работал, кормовозом работал. Сейчас оператор считается, как что-то. Тогда считался кормовоз. И кормовозом работал, чтобы кормить там колхозных свиней, там коров или что-то такое. Там года 3, наверное, поработал. И потом в армии, собирался в армии, я служил в Германии. И работал, после армии работал я в Пахе, на автобусе работал. Мне кто-то дяденька работал в пожарной части, он мне говорил, что освобождают. И есть место, говорит, такой, автолестниц прибывает, и людей, водителей надо будет. И я сюда переехал тогда водителем. Профессия пожарного очень серьезная, но, наверное, бывали в вашей практике какие-то смешные моменты? Я один, по-моему, самый молодой был тогда, мне 24 года только было, когда я поступил. А люди тогда, тот профессиональной части, пожарной части, люди постарше меня работали. И когда вот сюда, когда военизировали, в 1983 году пожарную часть сюда переехали, ну, там дело пошло уже, я один старик оставался здесь, остальные всех молодых набрали, я один тут остался старым человеком. Мне все равно старые говорили, смеялись тогда. А что для вас профессия пожарного? Профессия пожарного, конечно, это интересно было, интересно. Любить надо работу, конечно, и технику надо любить, технику обслуживать надо, людей с людьми всегда должен быть. Тут ведь вместе спишь, вместе поешь, все одновременно, все как в армии тут. Сам варишь, в армии хоть сам не варишь, а тут и спишь вместе, все как-то дружная семья, как-то получается. Часто не забывается, когда увольняешь, и на пенсии пойдешь. А людей не забываешь все равно как-то. Да. Мы же, когда кашу одну ели, вместе с одного котла, можно сказать. А вы знаете, как общаются пожарные в горящем здании? Может быть, есть какие-то специальные фишки общения? Там специально веревкой завязывается. Если трудно человек может теряться он в дыму. Если помещение большое, сгорающее, площадь большая, его искать нельзя, не найдешь там. Даже и веревкой завязывается через карабин, там карабин у него висит здесь. Через карабин и через 3 метра, может другой человек, через 4 человека, вот через карабин веревка завязывается, чтобы он не потерялся у нее. В такой случай бывало, чтобы человека не оставлять там, не потерять. Вот эта веревка крутит, карабин завязывает, покрутил, карабин пустил, все. Он уже с кем-то связан, они все. Геннадий Игнатьевич, расскажите, как строилась пожарная часть нашего города? Пожарная часть, прям если это, да, я работал в старой пожарной части еще, по улице Свободы это было здание, деревянной, одноэтажной, обшитой вагонкой и сориком покрашено. Ну, там имелся отопление было там печное. Печку топили дровами, углями. И находился там пожарные машины. В расчете находилось 3 пожарных машины и 1 в резерве. Больше полгода там поработали. И переехали мы сюда в 1965 году, в мае месяце сюда переехали. Оттуда из старой пожарной части по улице Свободы. И начали здесь мы работать. Здесь было у нас, конечно, здесь нам не общежитие, комнаты мы давали. Я тогда и не женатый был. Мне дали комнату на 24 квадратных метра. Я жил тогда. Тут мы жили 3 водителя. Наверху на 2-м этаже 2 начальника караула и
начальник части и заместитель начальника части. Тут мы проживали 7 это семей тут жили. Как хорошо, когда дом находится прямо на работе. Сколько лет вы здесь прожили с семьей? Так, я здесь прожил это 30 лет здесь в пожарной части я, на втором этаже. 30 лет. Я как вышел на пенсию, только мне квартиру дали тут, в этом. А за 30 лет многое, конечно, перевидел здесь. Всякие пожары душил, потому что я всегда на втором ходу. Второй ход он выезжает и в район, и в город выезжал на пожары. Всегда пришлось и в дежурное время, и в недежурное время, в субботное время на пожары пришлось выезжать, потому что они выезжают, машина остается, резервная техника, на резервной технике выезжали. Всегда так спокойствия мало было, постоянно выезжали. Как это, мало что так было, чтобы спокойно жили. Как тревога, выезжает машина, значит надо спускаться. Самый масштабный, это всегда пожары бывали они в полимерном заводе. Постоянно. Полимерный завод, он как-то, полимерный завод строительный какой-то изделий он считался. Там пожары постоянно случились. В мясокомбинате частенько тоже было. Был пожар в этом лакокрасочном заводе, пластмассовых лакокрасных изделий завод считался. Там олифоварочный цех был. Вот это уже постоянно загорался, вот это особенные точки такие. А было вот и нефтебаза, вот там очень сильный пожар был. Вот и тогда мы участвовали как раз. И тут вся республика, еще из других районов тут приезжали, вся республика тут. А какие ощущения, может быть, эмоции вы испытываете, когда видите огромный пожар? Я пожарный выезжаю, я как-то тогда я спокойно, я привык. Себя какой-то уже не напряженно чувствовал, всегда спокойно я чувствовал, все пожары. А как ты, спрашивает, как это так? Ну я такой, себе все равно как-то нормально ориентировался хорошо. Дороги я хорошо знал здесь по району, по Кадарскому району, и по городу улицы хорошо я знал тут. Все улицы, даже дома знал. Геннадий Игнатьевич, а что у нас за спиной? Сейчас я это покажу вам. Геннадий Игнатьевич, какие у вас ощущения? Ощущения сейчас в данное время очень хорошие, потому что я по работе тут, сколько лет туда поработал, ощущение у меня должно быть нормально, натурально, сейчас хорошо. А когда последний раз вы проходили эту полосу препятствий? Последний раз я здесь лет 25, наверное, только был. Поднимался по этой лестнице, больше я и не поднимался, больше не был. Но у вас такой. сейчас отлично все получилось. Сейчас вроде получился, а ведь года-то идут, все равно как-то нелегко как-то это чувствую себя старый уже стал. А раньше ведь как-то уложился на разряд, я уложился по двоеборье. Двоеборье считается, это выдвижная лестница, и эта лестница. Выдвижной бежишь сначала на 4-й этаж. По штурмовой лестнице должен на 4-й этаж бежишь. Вместе они двоеборье, сложится двоеборье, сложится и по очкам, и получаешь за двоеборье, уже какой-то награду можешь получить уже. А что бы вы пожелали начинающим пожарным? Начинающим пожарным я что скажу? Чтобы они свою работу любили, интерес был к работе, занимались, конечно, и профилактической работой, любили технику, свою работу надо любить
Это уже ты поступил на работу, если обязательно ты должен свою работу хвалить своей работой и оправдать, что это достоин, будешь достоин пожарной части, работника пожарной охраны. Спасибо. Почему вы решили стать пожарным? Это была моя мечта с детства. Я всегда хотел помогать людям, поддерживать, можно сказать, их в трудной ситуации. И решил я связать свою жизнь с этой профессией. А сколько лет или месяцев вы работаете в пожарной части? Я работаю чуть больше полугода. Эта профессия мне очень нравится. За эти полгода я много чего увидел, узнал, набрал опыта. И я думаю, до конца своей жизни я останусь работать в пожарной охране. Что бы вы хотели пожелать будущим пожарным? Я бы хотел пожелать терпения, мужества, не бояться идти к своей мечте, к своей цели. Старшее поколение всегда добро принят, поделиться своим опытом. Уважаемые коллеги, ветераны, сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником. В этом году мы отмечаем 95-летие пожарной охраны города Канаш. За это время служба борьбы с огнем пережила много перемен. Но, как и прежде, пожарный готов в любую минуту прийти на помощь людям. Особую признательность хочу выразить нашим дорогим ветеранам. Заложенные вами традиции уже нашли свое продолжение. И, конечно же, будут передаваться из поколения в поколение. От себя лично желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, благополучия вашим семьям. С 95-летием пожарной охраны города Канаш. Сухих вам рукавов, коллеги! 26 октября исполняется 95 лет со дня образования пожарной охраны города Канаш. Пользуясь случаем, хотелось бы поздравить всех ветеранов пожарной охраны, а также работников пожарной охраны, принимавших участие в развитии и становлении пожарной охраны города Канаш. Пожелать всего самого наилучшего, здоровья, успехов. Молодым сотрудникам пожарной охраны города Канаш хотелось бы пожелать всего самого наилучшего, дальнейшего карьерного роста, не останавливаться на достигнутом, мирного неба над головой, ну и надежного тыла. Пожарно-спасательная служба город Канаш. Здравствуйте. Что у вас случилось? Что горит? По какому адресу? Номер телефона скажите, пожалуйста, фамилия, имя, отчество. Все, хорошо, спасибо. Первое, второе отделение на выезд. Первое, второе отделение на выезд. Друзья, на этом наша передача подошла к концу. Запомните самое главное правило не только при пожаре, но и при любой другой опасности. Не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание. И помните, что пожар легче предупредить, чем потушить, и что маленькая спичка может обернуться большой бедой. А с вами была Лада Матвеева и передача «Достояние». До новых встреч!